Камче покатаемся на лодке. Если у нас счастье, сегодня увидим черепахи, водные змеи. На река Камча очень красивое место. Там будем 30 минут по реке. А самое первое место, которое посетим, это будет каменный лес. 50 миллионов год каменный лес. Все в натуре. Там давно было Лютецкое море. И когда Лютецкое море ушло, от водорослей, от газа, от песок образовались камни, которые наподобают разные фигуры. Это сегодня очень сильное энергийное поле. Там будем около 40-50 минут. Покатаемся тоже на паром, пересекаем Варнинское озеро. В общем, 9:45. Вернемся около 5 после обеда, можно и побольше. Не знаю, сколько реке будем пить и вино. Один раз вернули в 10 вечера. Стриптиз в автобус был. Не хотели уйти. Болгарской реке им понравилось. Итак, меня зовут Веселин. Я папа Павела, Тома. Наша семейная компания, частная компания. Вместе работаем. 30 градусов. Болгарское лето началось. 10 часов утра 30 градусов показывает компьютер. Вам комфортно? Конечно. Кондиционер хорошо? Можем да. Еще, если скажете, можем еще усилить кондиционер. И начинаем. Вот здесь восточная наша граница, Черное море. Давно, 1955 год, на 1 апрельский пленум болгарское государство брало решение, что по курорту здесь, по этой место, надо построить курорты, потому что были очень дикие места. Много змей были здесь. Этот район назывался Змеярник. Никто не хотел брать такие дикие участки земля. И болгарское правительство начало сами строить эти курорты, прочистило район от этих змей и начало строительство курортов. Были построены 4 курорта по болгарское побережье. Это случилось с 1957 года. Первый курорт по болгарское побережье, самый маленький и самый старый курорт, это Святой Константин и Елена. По этой стороне к Варне на 7 километров находится самый маленький и самый старый курорт Святой Константин и Елена. 2,5 километра длина, пляжная ивица и около 30 гостиниц Святой Константин и Елена. Но там находятся самые лучшие минеральные источники по вес побережья. 40 градусов горячая минеральная вода. Многобольные люди еще с 15 марта начинают делать массажи, процедуры. Там сезон начинается с 15 до 20 апреля. Золотые пески, второй курорт, который был построен, это было 1958 года. Золотые пески – это самый хороший курорт по болгарскому побережью, самый классный, потому что здесь заповедник, Золотые пески, очень много зелени, песок, самый финный хороший песок. Здесь об этом называется Золотые пески, и минеральная вода бесплатно на пляже. Об этом и наши коммунисты построили своя летная резиденция на Золотые пески Ривьера. Там 30 лет назад отдыхал Горбачев и немецкий президент Эрих Хонекер. Золотые пески имеют 5 километров длина, как пляжная ивица, и около 100 гостиниц. Золотые пески. Третий курорт по болгарскому побережью – это Солнечный берег. Самый большой курорт по болгарскому побережью, который имеет 8 километров, как пляжная ивица, и около 200 гостиниц. Самый большой курорт. Но потому что находится южнее, там очень много гостиниц, рестораны, дискотеки,
алкогольный туризм очень сильно распространен, Солнечный берег. А вот отсюда Солнечный день. Это старая депутатская резиденция. Вот отсюда начинается Святой Константин и Елена. Самый маленький, самый старый курорт по болгарское побережье. Вот здесь Филипп Киркоров купил 4 квартиры. Слышали Филиппа Киркорова, знаете? А песня Киркорова, знаете, Пугачевой поет о полковника. Он меня обещал Монте-Карло и... Кто скажет ответ, приз будет. Варну, кто сказал? Не вижу. Варнур, приз будет для тебя, дорогая. Правильно, Варна. Он родился в городе Варна. Кто, Филипп? Да, Киркоров не знаете? Вот Нет. сейчас вам покажу дачу отца Киркорова, Бедраса. Они жили здесь, а он родился в город Варна. И вот здесь, на этой курорт Святой Константин и Елена, он купил 4 квартиры. И вот здесь каждое лето он делает концерты в городе Варна и Софию. Вот здесь, если хотите посетить этот курорт Святой Константин и Елена, вот здесь на этой остановке надо остановить 2 километра налево пешком до берегу, где находится бассейн с минеральной водой, минеральные источники. Самый старый, самый маленький курорт Святой Константин и Елена. И последний курорт, который был построен по эре коммунизма, это Албена. Он находится на 13 километров в обратной стороне, в стороне Балтика на север. Самый новый курорт, который имеет 3,5 километра длина, как пляжная ивица, и около 50 гостиниц и курорт Албена. И потому что построен по эре коммунизма 1975 год, об этом и там нету частной гостиницы. Весь курорт приватизирован от государства. Один директор управляет весь курорт Албена. Тихий, спокойный, семейный курорт Албена. А сейчас посмотрите направо, увидите синяя крыша. Это дача отца Киркорова Бедраса. Когда жили в Варне, это была их дача давно. Здесь это была их дача, сейчас она в других руках и оставлена так, как памятник. А вот здесь, в левую сторону, начинается старая царская резиденция Евксиноград. Первая мировая война, Вторая мировая война, Болгария была царская республика. Наш царь построил летные резиденции себя вот здесь, Евксиноград. Сейчас болгарский президент отдыхает, наш министр-председатель делегации встречают здесь. Это наша летная резиденция Евксиноград называется. Иначе сезон начинается с мая до конца октября. Последние туристы улетают с 15 до 30 октября. Потом все гостиницы на территории Золотые Пески закрываются. Только 3 гостиницы работают круглый год на Золотые Пески. Это Адмирал в центре Золотые Пески. Давно гостиница Адмирал, там сейчас где находится, там была первая гостиница по болгарское побережье Родина. Там сейчас Родина нету, Адмирал. Вторая гостиница это Мелия. Одна из самых лучших, классных гостиниц в болгарское побережье. 5-звездочная гостиница Мелия. 700 комнат. Одна из самых больших. И третья гостиница, которая работает круглый год, это Интернационал. 5-звездочная гостиница Интернационал. Все остальные закрываются, но по Новым годам и Рождество Христово снова открываются около 10-15 гостиниц. Много туристов встречают Новый год по курортам, односедмичные пакеты.
Потом снова закрываются эти гостиницы и открываются за новый сезон. С 1 до 15 апреля начинают чистить гостиницы за новый сезон. А вот мы уже город Варна. Это родной город Филиппа Киркорова. На 17 километров от Золотые Пески вот город Варна, наша морская столица на берегу моря. Третий город по големине в Болгарии. Первый наша столица София, 1,5-2 миллиона города София. Второй город по големине города Пловдива, 500 000 города Пловдива, где построен памятник Алёша города Пловдива. И третий город, я вам сказал, город Варна, мой родной город, я здесь живу. Морская столица Болгарии, около 400-450 тысяч жителей живут в городе Варна, но летом бывает около 600 тысяч. Много Болгарии отдыхают и работают по курортам и отдыхают тоже в городе Варна. 4 курорты были построены по болгарскому побережью, но в каждый город, в каждой деревне, село вы можете пойти на пляж и искупаться. Только для туристов были созданы 4 курорты. Но болгары отдыхают по деревнях и по городах. Вот здесь, город Варна, 4 километра пляжей. 4 километра пляжная ивица, левая сторона. Вот здесь начинается морской парк. 4 километра пляжей. Вот здесь находится рыбный аквариум, военно-морской музей, зоологический сад, солнечные часы. И самая большая аттракция в городе – дельфинариум. Каждый день 3 раза дельфины шоу. 10:30, 12:30 и 15:30. Если хотите посмотреть это шоу, надо будете час заранее и купить билеты, которые стоят более 20 лева. Шоу продолжает около 30-40 минут. На следующая остановка можете остановить, и в левой стороне находится дельфинариум. Автобус 9 от Золотые Пески к стороне Варни, автобус 9, 109, 209, 309, 409, каждый, который заканчивается на номер 9, вот на этой остановке, и в левой стороне находится дельфинариум. Большие автобусы, которые остановлены влево, они с туристами от Золотые Пески и другие курорты, которые будут смотреть это шоу. Один из самых лучших районов в городе Варна, Чайка называется, потому что рядом море, пляж, песок, берег, хорошая панорама. Об этом один из самых лучших районов считается. Вот здесь трехкомнатная квартира, 30 лет старая, цены начинают от 100 тысяч евро. А были годы, когда такая квартира стоила около 15 тысяч, 20 тысяч долларов. Вот на этой остановке следующая, левая сторона, находится